эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. О значении Арктики в развитии страны, дальневосточных регионов, о том, как развиваются межрегиональные связи Якутии, а также о подготовке к Дням Якутии в Татарстане мы сегодня поговорим с Андреем Федотовым, постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Андрей Сантаминович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать сразу с Арктики. На днях в Москве завершилась пятая международная конференция под названием «Арктика. Шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Что нового прозвучало для вас на этой конференции и с какими предложениями Якутия там выступила? Сегодня Арктикой занимаются вся страна, даже ее южные части. Сегодня Арктика интересуется и совсем страны, казалось бы, которые совсем не имеют отношения к этим приполярным территориям. Наверное, это потому, что Арктика действительно сегодня приобретает мировое значение, геостратегическое, геополитическое значение. И эта конференция, которую вы упомянули, это одна из конференций. Это продолжение того большого разговора, который начался вокруг Арктики, на котором обсуждается, в моем понимании, возрождение Арктики, потому что в Арктике наша страна давно, и совсем недавно мы пережили этап покидания Арктики, увядания Арктики. И сегодня радует то, что арктические темы становятся в центре внимания и нашей стране, и международного сообщества. Мы продолжили разговор о том, что вот в этом широком разговоре, в большой дискуссии, как бы не потерять главное. А главное везде, в том числе и прежде всего в Арктике, это люди, которые там живут. И мы продолжили свой разговор вокруг того, какие первые шаги должно сделать правительство страны, правительство регионов, компании, которые хотят работать там и планируют работать там. Но прежде всего, конечно, я всегда обращал внимание на то, что мы должны Арктику развивать для людей, для граждан нашей страны. И в Арктику надо рассматривать как место постоянного проживания. В Арктике, как и в другом любом регионе, люди должны жить на постоянной основе, рожать детей, воспитывать внуков, строить свои жизненные планы. В этих суровых краях тоже можно быть счастливым, вполне реализованным и найти свое интересное дело жизни. Я думаю, что эта точка зрения все более превалирует. Сегодня все меньше идет разговор о вахтах, так называемых, и другое. И это, в общем, вызывает некое такое удовлетворение. Кроме того, конечно, обсуждался вопрос законопроектов, которые сегодня правительство готовит и вносит уже в Государственную Думу, о различных преференциях, о создании условий для развития не только крупного бизнеса, но и малого и среднего. А именно малое предпринимательство, среднее предпринимательство является основой организации жизни на местах. Потому что все-таки крупные корпорации, они думают о глобальных таких проектах, а малое и среднее предпринимательство – это те люди, которые должны организовать рабочие места именно для тех, кто там живет постоянно, кому требуется найти свое занятие и так далее. К разговору о корпорациях. Корпорация развития Дальнего Востока получила полномочия для работы в Арктике. Что это даст и как изменит нынешнюю ситуацию, на ваш взгляд? Корпорация Дальнего Востока – это уже давно существующая организация, которая активно участвует в развитии всей дальневосточной территории нашей страны. Она имеет серьезный опыт. Вообще, если посмотреть итоги развития дальневосточного региона страны, то промышленный рост, появление новых инвесторов – это значительно более активно идет этот процесс, чем в других регионах. И вот имея такой опыт, имея эти компетенции, сегодня просто эта корпорация расширяет территорию своей деятельности на всю арктическую зону Российской Федерации. И я думаю, что тот положительный опыт, который был и есть у этой корпорации, те трудности, которые они преодолевают на этом процессе, это, конечно,
очень хорошо, что это не новая компания, что они не будут раскачиваться, искать что-то свое место там в этом процессе. И в этом смысле, конечно, они уже начали активно работать на этом направлении. Им не надо что-то сильно выдумывать, просто будут добавляться некоторые возможности, которые будут появляться в связи с появлением новых нормативно-правовых актов правительства. Вот. И я думаю, что это придаст некий такой динамизм экономическому развитию арктической зоны. Мы возлагаем надежды на нее, потому что именно эта корпорация будет регистрировать новых резидентов, поскольку Арктика всей страны, арктическая зона, становится единым тором. И для этой территории опережающего развития определены уже определенные преференции, возможности. Конечно, нам хотелось бы немного изменить, чуть-чуть, может быть, снизить объем инвестиций, при которых компания или физическое лицо может стать резидентом этой арктической зоны. Но я думаю, жизнь подскажет, и это процесс такой не окончательный. Сегодня главное, чтобы закон был принят. Как он себя оправдает в ближайшие полгода-год, будет видно. И я думаю, что диалог вокруг уточнения условий работы резидентов арктической зоны Российской Федерации будет продолжаться. Он идет на постоянной основе. Хочу отметить, что Министерство наше Дальнего Востока и Арктики теперь, оно очень находится в активном диалоге с регионами. Мы как минимум раз в неделю собираемся, обсуждаем. Очень много предложений идет с регионов, и министерство максимально пытается учесть эти возможности, эти предложения. И в соответствии со своими возможностями предлагает эти различные решения. Я думаю, что процесс очень позитивный. У меня есть серьезная надежда на то, что это очень сильно оживит экономическую деятельность в арктических территориях. Ну вот, кстати, о развитии межрегиональных связей Якутии. Как вы их сейчас оцениваете и какие новые точки взаимодействия у нас появились? Сегодня наша республика имеет почти 50 различных соглашений с различными регионами. Надо отметить, что очень многие из этих соглашений на сегодняшний день имеют достаточно формальный характер. И вот буквально в марте месяце мы договорились с Министерством внешних связей и делам народов нашего правительства провести специальное заседание коллегии на эту тему, поскольку мы у себя впоследствии проанализировали исполнение этих соглашений. Многие из них уже потеряли свою актуальность, даже по срокам не возобновлялись. Мне кажется, что сегодня пришел этап, когда эти соглашения должны быть очень конкретными. Не просто заявительного характера, а в содержании которых должны быть абсолютно конкретные направления, проекты, мероприятия. И, к примеру, я хочу сказать, что у нас активно развиваются отношения с Санкт-Петербургом, с Москвой, с Крымом, с регионами Центрального округа, с Новгородом. Сегодня мы готовимся к подписанию соглашения с Татарстаном, с Чечней, с Башкортостаном. Я думаю, что это будет расширяться. Более того, мы хотели бы эти межрегиональные связи наполнить формами народной дипломатии. Дело в том, что наши земляки живут по всей стране, ну и за рубежом тоже. И мы 1,5 года назад приняли решение несколько изменить формат деятельности общественного совета при постоянном представительстве и предложили, чтобы в общественный совет расширил свой состав, чтобы туда вошли представители всех общественных, земляческих организаций, отраслевых организаций общественных, которые созданы по инициативе наших земляков, проживающих вне республики. И вы знаете, эта идея была подхвачена. На сегодняшний день появилась такая форма, как филиалы общественного совета. Например, в Северо-Западном округе создан такой филиал.
Создан такой филиал в Южном округе. Сегодня формируется такой филиал в Поволжском округе. Этот процесс будет продолжаться. Даже из Канады, вот не так давно были у нас наши земляки, которые тоже изъявили желание, там большая достаточно диаспора наша сформировалась, изъявили желание работать вот по такой формуле. Это даст возможность всем якутянам не прерывать отношения со своей родиной. Многие из тех, кто по тем или иным причинам уехал и живет сегодня в других частях света и нашей страны, очень хотели бы быть каким-то образом полезны, сопричастны к тем большим делам, которые сегодня есть в Якутии. Поэтому мы этот процесс только поддерживаем. Даже появилось такое название этого, этого проекта «Мы якутяне». То есть якутянин – это не только тот, который живет в республике в этом понимании, а якутянин – это любой, кто связан с нашей родиной, кто даже, может быть, и не жил, а просто интересуется и считает себя полезным, хотел бы быть полезным для тех дел, которые в нашей республике сегодня реализуются. В этом году нас ждет большой праздник, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как Москва готовится к этой дате и как готовится постоянное представительство? Сегодня это основной девиз, так сказать, этого года, конечно, и год памяти и славы, который объявлен в целом в стране, год патриотизма, который объявлен главой нашей республики Александром Сергеевичем Николаевым у нас в республике. Вот. И, безусловно, очень много мероприятий, они уже идут, как в целом в стране, так и в нашей республике. Что особенного в этом году? Потому что День Победы вообще в практике постоянного представительства это особый день, особые мероприятия всегда проводятся, поскольку наши воины участвовали во многих сражениях Великой Отечественной войны, погибли в этих сражениях, и работа по увековечению их памяти велась всегда, но в этом году, конечно, мы хотели бы придать особый динамизм этой работе. Есть места, такие уже устоявшиеся места поклонения памяти и славе наших воинов, ну, например, Ржевский район Тверской области, озеро Ильмень в Новгородской области, в Подмосковье. Сегодня появились инициативы увековечить память в Калининграде, в Ленинградской области, в Курской области, в Крыму. Вот. И мы, конечно, как можем, поддерживаем эти инициативы. Например, в Ржеве вы знаете, что еще в советское время была инициатива увековечить память тех бойцов, которые там участвовали. Был поставлен мемориал в начале 90-х годов по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Затем к 65-летию был построен храм на этом месте. Но работа поисковая продолжается, и сегодня еще 524 фамилии были определены, тех, кто погиб и сложил голову на этой земле. И мемориал мы сегодня расширяем. Есть инициатива, рожденная поисковиками Тверской области и нашей республики, о создании военно-патриотического молодежного лагеря. Сегодня этот лагерь уже начал строиться. Он получит имя Героя Советского Союза, нашего земляка Федора Матвеевича Хлопкова, и будет открыт вот в праздничные дни этого года. Также сегодня началось создание экспозиции в нашем парке «Патриот» Министерства обороны. Это будет постоянно действующая экспозиция, говорящая о участии республики и ее жителей в Великой Отечественной войне. И, конечно, и на Западном, и на Восточном фронте, и в тылу. Вот. Мы постараемся рассказать о всех сторонах той героической эпохи, которая была вот во время Великой Отечественной войны. Конечно, есть еще и инициативы в самой Москве.
Мы планируем, что в бессмертном полку в этом году мы постараемся сформировать свою колонну, потому что много очень обращений к нам пройти по Красной площади с портретами наших предков. Я думаю, что эту инициативу мы обязательно поддержим и предложим нашим землякам, всем, кто желает пройти по Красной площади в бессмертном полку, мы предоставим такую возможность, организуемся и, возможно, получится у нас отдельная своя колонна. Это очень важно, особенно важно для молодежи, для подрастающего поколения, поскольку сегодня многие пытаются пересмотреть какие-то там итоги войны. Но мне кажется, что такую цену заплатила наша страна, наш народ, что я абсолютно уверен, что память эта останется навсегда в наших сердцах и будет передана в поколение и поколение. Большое спасибо, Андрей Сандомирович, что нашли время прийти к нам в гости в нашу студию. Спасибо за интересный, содержательный разговор. Всего доброго, спасибо вам. Это было актуальное интервью. Всего доброго.